Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия Лайф. Эксперты о главном. В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. Лето на пороге, а вместе с ним и теплая погода, пора отпусков. Однако в новой реальности есть пандемия и закрытые границы. Пусть несколько стран готовы принимать туристов, все же большинство наших соотечественников присматривается к отечественным курортам. Сейчас многие мечтают о теплом море, жарком солнце южных побережий, Крым, Сочи, Кавказ. Некоторым кажется, что настоящий отдых только там. В то же время Якутию за ее пределами часто представляют как царство льда и холода со множеством экстремальных зимних развлечений. В одном из наших выпусков мы уже обсуждали перспективы зимнего арктического туризма. Среди приоритетных направлений – повышение качества жизни местного населения и модернизация инфраструктуры. При этом отдельный пункт уделен именно развитию туризма. Какие планы у федеральной власти по развитию туризма в российской Арктике? Что изменится для жителей якутской арктической зоны в ближайшие годы? Однако и летней Якутии тоже есть что предложить. Ленские столбы, охота и рыбалка, походы и сплавы по рекам, нетронутые места и красота Арктики. Сегодня мы решили подробно поговорить про летний туризм Якутии. Может ли он стать альтернативой отдыху на юге? Тема нашей сегодняшней программы – «Зима или лето? Лучшее время для тура в Якутию». Какой бы ни стоял на дворе месяц, туристический потенциал Якутии в любом случае велик. Однако пандемия ударила по отрасли, да и запросы туристов растут с каждым годом. Сейчас перед республикой, да и перед всем Дальним Востоком стоит важная задача – улучшить привлекательность всего региона для туристов. Узнаем, как планируется развивать турбизнес на Дальнем Востоке у члена Комитета по развитию дальневосточного туризма Алексея Викторовича Корниенко. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, насколько туризм важен для регионов Дальнего Востока? Какова его роль в развитии регионов? Безусловно, регионы Дальнего Востока обладают высоким туристическим потенциалом, в первую очередь благодаря уникальности своей природы. Это и вулканы, и гейзеры на Камчатке, природные заповедники Сахалина, полюс холода и царство вечной мерзлоты в Якутии, конечно, озеро Байкал и многие другие места, которые должен увидеть каждый уважающий себя путешественник и любитель российских пейзажей. При таких обстоятельствах разумное проведение туристической политики на Дальнем Востоке способно сыграть важную роль в социально-экономическом развитии макрорегиона. Следует отметить, что с каждым годом поток туристов на Дальний Восток только растет. Так, в 2018 году макрорегион посетило 6,9 миллиона человек, включая 980 тысяч иностранцев. А в 2019 году число туристов увеличилось до 7,5 миллионов человек, из которых более 1 миллиона иностранные граждане. Увеличению количества иностранных туристов способствовало введение в 2017 году упрощенного визового режима въезда иностранцев на Дальний Восток. В 2021 году такой режим стал действовать на всей территории Российской Федерации. Пандемия новой коронавирусной инфекции, как известно, замедлила все процессы экономического развития, в том числе и в туристической отрасли. Но сейчас все постепенно возвращается на круги своя. Больше других субъектов, входящих в ДФФО, своими доходами от сферы туризма славится Приморский край. Так, в 2019 году Приморье посетило 5,5 миллиона туристов, а оборот по отрасли составил порядка 18,5 миллиарда рублей, из них свыше 3 миллиардов рублей остались в казне в качестве налогов. На данный момент развитие Дальнего Востока России является приоритетным направлением деятельности федеральных органов власти. Развитие туризма в рамках этого направления занимает далеко не последнее место. В августе прошлого года председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока отметил потрясающие возможности макрорегиона к развитию экологического туризма и заявил о подготовке национального проекта по развитию туризма, жемчужиной которого станет Дальний Восток. Такое внимание к отрасли, безусловно, говорит о ее чрезмерной важности для развития Дальнего Востока. Спасибо. А привлекает ли регион инвесторов для развития туристической отрасли? Благодарю за вопрос. Улучшение инвестиционного климата на Дальнем Востоке является одним из приоритетных направлений развития экономики.
Туристическая отрасль не исключение. Так, в концепции федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на период 2019-2025 годы уделяется внимание развитию 4 укрупненных инвестиционных проектов в рамках круизного туризма. Амур, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Приморье, Приморский край, Камчатка, Сахалин, Камчатский край и Сахалинская область, и Русская Арктика, Республика Саха-Якутия, проект Байкал, Республика Бурятия и Забайкальский край, создан для развития экологического туризма в макрорегионе. Поддержка инвестиционных проектов в сфере туризма осуществляется с помощью преференциальных режимов ТОР и свободного порта Владивосток. Из 23 дальневосточных ТОР 3 имеют туристическую специализацию: горный воздух на Сахалине, Камчатка в Камчатском крае и Комсомольск в Хабаровске. В этих ТОРах реализуется 41 проект в сфере туризма с общим объемом инвестиций 36 миллиардов рублей и созданием 3000 рабочих мест. Опять же, пандемия вынудила многих инвесторов приостановить свою хозяйственную деятельность, что замедлило темпы создания туристических объектов. Тем не менее, общение правительственных органов власти с инвесторами продолжается. Какие основные трудности для туристического бизнеса существуют на Дальнем Востоке в целом и в Якутии в частности? И какие перспективы развития? Сейчас столько внимания уделяется развитию Дальнего Востока, все говорят только о положительных изменениях. А о трудностях, в том числе для бизнеса, как-то стараются все позабыть. Это что говорить о чиновниках. Тем не менее, проблема отдаленности макрорегиона от центра, наверное, будет существовать всегда. В первую очередь, территориальная отдаленность затрудняет доступность как туристов, так и инвесторов из европейской части России и мира в макрорегион, поскольку летать в любой субъект Дальневосточного округа долго и дорого. Пользоваться услугами наземного транспорта, как говорится, себе дороже. Природно-климатические условия Дальнего Востока делают практически невозможным круглогодичную деятельность туристического бизнеса, а особенно связанного с круизным туризмом. Процветание туристического бизнеса зависит от туристического потока, поэтому когда российские и иностранные граждане предпочитают отдыхать в странах Европы или в Турции и Египте, туроператорам Дальневосточного округа просто не с кого и не с чего получать доход. Вот и получается, туристы жалуются на дорогой внутренний отдых, а туристический бизнес делает свои услуги все дороже, чтобы получить хоть какую-то прибыль от пары туристов за сезон. Полагаю, что государственной поддержки недостаточно для придания уверенности бизнес-сообществу в стабильности материального положения на рынке Дальнего Востока. В связи с этим считаю, что дополнительные субсидии на развитие сферы туризма и преференции предпринимателям будут совершенно не лишними. Материальное обеспечение хозяйствующего субъекта позволит обеспечить более качественный сервис и создать туристическую инфраструктуру, направленную на туристов с любыми запросами. Также думаю, что способствовать решению проблем может и развитие регионального бренда. Да, ежегодно в России проводится конкурс видеороликов регионов России, но одной информации о достопримечательностях современному туристу недостаточно. Турист выбирает для посещения не просто место на карте, а образ, с которым он готов себя ассоциировать на время поездки. Для этого и нужен качественно разработанный бренд. Так, у нас в республике к 2025 году планируют принимать 215 тысяч туристов в год, а это больше 20% от населения Якутии. В доковидные времена прирост туристов, а также иностранных путешественников в Якутию с каждым годом только увеличивался. Как сейчас обстоят дела и какие пути развития отрасли видят для себя правительство и эксперты, мы решили узнать у руководителя отдела индустрии и туризма Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тамары Владимировны Соловьевой. Здравствуйте.
Тамара Владимировна, за последние годы поток туристов в регион вырос. Пандемия, конечно, помешала улучшить эти показатели, но вот как сейчас регион работает над своим туристическим потенциалом? Что делается в Якутии для поддержки туризма? Спасибо за вопрос. Да, действительно, в сложившейся ситуации туристская отрасль требует особой поддержки на уровне правительства Российской Федерации. Эта отрасль признана одной из пострадавших отраслей. И локдаун показал, что нужно сделать все-таки переориентацию на внутренний туризм. То есть фокус сместили полностью на внутренний туризм, поскольку мы в ближайшее время, к сожалению, не ожидаем туристов из других государств. И несмотря на сложившиеся обстоятельства, мы совместно с бизнесом воспользовались этим локдауном для разработки новых проектов, таких как туристические кластеры, например, ТРК «Лена», Аймикон «Полюс холода» и российский север Арктики. Как раз-таки этот проект включает в себя масштабный проект по созданию объектов как обеспечивающей, так и туристской инфраструктуры именно в арктической зоне, в частности в Булунском районе. Спасибо. А как правильно работать над имиджем республики, чтобы привлечь туристов летом? Ведь многие выбирают морские курорты. Спасибо за вопрос. Да, действительно, есть такая тенденция, что у нас, особенно сибирские регионы, да, предпочитают ездить, конечно же, погреться на солнышке, на море. Но прежде всего хочу отметить, что потенциальная целевая аудитория, которая приедет в Якутию, это немножко совсем другой сегмент. То есть мы все равно рассматриваем туристов, которые приедут к нам, среди тех людей, которые, скажем так, искушенные туристы, которые уже побывали везде и хотят чего-то эксклюзивного, необычного, того, где никто не был. Поэтому, продвигая наши турпродукты, мы, конечно же, нацелены на эту целевую аудиторию. И мы понимаем при продвижении, что у нас никогда не будет массового туризма, как, например, в Краснодарском крае. И как раз-таки при выборе каналов коммуникации, при выборе площадок для формирования своих рекламных кампаний мы прежде всего ориентируемся на тех туристов, которые любят экстрим, любят экологические путешествия, любят путешествовать по тем местам, где еще никто практически не был. Поэтому путем продвижения среди нашей потенциальной целевой аудитории мы можем привлечь как раз-таки тех людей, которые к нам приедут, несмотря, возможно, на удаленность, на дороговизну турпродукта, но зато те, кто готовы получать новые впечатления и рассказать всем своим друзьям, что они были в Якутии. Тамара Владимировна, за последние годы поток туристов в регион вырос. Пандемия, конечно, помешала улучшить эти показатели, но вот как сейчас регион работает над своим туристическим потенциалом? Что делается в Якутии для поддержки туризма? На сегодняшний день у нас действует ряд мер поддержки. Самая основная – это, конечно же, мера поддержки, которая связана с субсидией на софинансирование для предпринимателей сферы туризма. Она у нас впервые в этом году реализуется. Субсидия нацелена на создание круглогодичных объектов на территории турбаз и туркомплексов, что позволит увеличить прежде всего турсезон. То есть у нас сейчас и местные жители, и приезжающие из других регионов приезжают не только летом, но и зимой. Поэтому мы должны быть готовы предложить объекты размещения на туркомплексах, которые могут принять гостей и зимой. Кроме субсидий для предпринимателей, есть субсидия на создание проектно-сметной документации для туристско-рекреационных кластеров. Данная субсидия предоставляется муниципальным образованием. Эта мера поддержки у нас действует с прошлого года. В этом году мы будем объявлять конкурс уже второй раз. Поскольку проектно-сметная документация – это очень дорогостоящая процедура, муниципальные образования, имея свои проекты ТРК, не могут приступить к их реализации. В дальнейшем проектно-сметная документация позволит подаваться как на федеральные конкурсы, привлекать федеральное софинансирование, так и предлагать эти проекты инвесторам. Также традиционно у нас есть фонды, есть займы, которые предоставляет Фонд развития предпринимательства по низкой ставке. Для туризма это 8%, до 5 миллионов рублей можно взять льготный кредит. Также есть инфраструктура поддержки, это центры «Мой бизнес». Они предоставляют ряд, тоже линейку, целый услуг.
например, разработка бизнес-планов, продвижение, создание сайтов, а также у нас есть агентство развития туризма и территориального маркетинга, которые также помогают упаковывать проекты, предоставляют методологическую помощь и, конечно же, продвижение в сфере туризма. Якутию все знают как самый холодный регион и часто не подозревают о нашем жарком лете. Как сделать так, чтобы летний период в республике был так же узнаваем и популярен, как зимний? На самом деле статистика и анализ больших данных, которые мы проводили в прошлом году, показал, что и летом, и зимой туристы посещают Якутию примерно 50 на 50. То есть тут дело в том, что Якутия все равно привлекает своим холодом. И, как я уже говорила ранее, туристы все-таки приезжают сюда, чтобы ощутить на себе, что такое минус 50, минус 60, посетить обязательно Микон полюс холода. То есть в связи с тем, что эти направления популярны, туристы сюда едут. Что касается летнего туризма, да, действительно есть такой стереотип, что в Якутии круглый год зима, к сожалению, да, даже у наших граждан, которые в центральной части России живут. Но как раз-таки у нас есть ряд турпродуктов в летнее время. Это сплавы, рыбалка по очень красивым местам, например, по реке Синяя, Ленские столбы, Ботома. И формируя турпродукты и формируя туркаталоги, которые мы размещаем на различных площадках, как федерального, так и международного масштаба, ну и регионального, конечно же, да, презентуя свои турпродукты на выставках различных, направляя коллегам из других регионов и стран, мы, конечно же, тоже делаем акцент на летних предложениях, чтобы люди узнали о том, что у нас есть возможность приехать, в принципе, круглый год и приобрести любой турпродукт. А есть ли перспективы развития событийного туризма в Якутии? Ну, конечно же, у нас одним из ярких событийных мероприятий это является праздник Эстет, конечно же, фестиваль путешествий на полюс холода и фестиваль «Зима начинается с Якутии». И как раз-таки событийный туризм, он показывает ежегодный рост туристов, то есть мы замечаем, что нет какого-то ровного потока, есть постоянный рост. Потому что это, как правило, работают социальные сети. Также мы на событийные туры в 2019 году до пандемии начали привозить блог-туры, то есть привозили известных блогеров, журналистов, туроператоров, которые после проведения фестивалей размещали у себя информацию, как правило, это социальные сети, и люди, увидев это, что это очень здорово, тоже зажигались, хотели посетить, и на следующий год как раз-таки эти люди приезжали. Спасибо. Дальний Восток – это огромный простор для развития туристического бизнеса. Разные климатические зоны, ландшафты, невероятная природа, гостеприимные жители. Есть общая стратегия развития туризма на Дальнем Востоке, и при этом у каждого региона есть свои особенности. Так недавно стартовал проект «Сокровища Якутии». В республике была разработана стратегия развития промышленного туризма и детальные маршруты. Около 50 компаний готовы принимать гостей на своих объектах к концу 2021 года, 11 уже в начале весенне-летнего сезона. «Сокровища Якутии» – это серия уникальных туристических продуктов, включающих посещение предприятий гигантов добывающей отрасли. Чтобы узнать подробнее об этой новой инициативе, а также поговорить о летнем сезоне в Якутской Арктике, мы связались с заместителем председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимиром Александровичем Пушкаревым. Добрый день. Арктика – интереснейшее направление для путешествий, но все же больше ассоциируется с зимой. А путешествовать ли в Арктику летом? Что бы вы посоветовали посмотреть в российской Арктике? Ну, Арктика, она многообразна, безусловно, и надо использовать обязательно все возможности территории. Если говорить о круизах, это, конечно, беспроигрышный, очень интересный вариант. Я в круизах не ходил, но мне удалось пройти на ледоколе по Обской губе. Я скажу, что это впечатление остается на всю жизнь. Это очень интересно, даже если не короткие, небольшие маршруты. Но однозначно, что если посмотреть на прайс подобных путешествий, то они не дешевые. И, конечно, к ним надо предварительно готовиться, собираться, даже, может, для кого-то и финансово. Вот. Здесь, я думаю, что в большей степени стоит
развивать то, что на материке можно привлечь внимание тех же туристов. Ну, Якутия, она небезызвестна, конечно. Много очень интересного. Здесь и золото, и алмазы, и даже температурные особенности региона, они уникальны. Этим надо обязательно пользоваться. Сколько раз мы видели и какие-то блогерские посты о суперморозах, и как они их переживали, как они их испытывали, или же путешественники на автомобилях проезжали через Якутию. Это все очень интересно, это привлекает внимание множества туристов. И важно отметить, что это не только зима, но и, конечно, летом это самобытная местная культура, которую тоже интересно изучать. Но в какой-то степени это все-таки экстремальный туризм. Он, безусловно, своих путешественников уже давным-давно привлек, и даже и сотни лет назад. Здесь важно, чтобы для привлечения туризма развивать уже на новом уровне инфраструктуру, чтобы люди могли приехать и уже находиться в более удобных, комфортных условиях. То, что сейчас не в той степени привлекательно, кто готов был бы приехать. Владимир Александрович, очень важно развитие вот таких инфраструктурных проектов. Спасибо. А как развивают туристическую инфраструктуру Российской Арктики? И как планируют привлечь туристов этим летом? Может, морские путешествия? Те, кто хотел приехать, пожить в юрте или в чумах, или же на снегоходах, или на каких-нибудь внедорожниках, они уже давно все приехали. Конечно, потенциал остается для роста, но он незначительный. Здесь важно сделать комфортные дороги, потом гостиницы, а потом развлекательную инфраструктуру, чтобы людям было интересно провести вечером время. И для этого сейчас правительство предпринимает всевозможные попытки. Например, в Думе рассматривается вопрос о бюджетных кредитах для регионов. За счет этого можно будет развивать инфраструктурные туристические проекты. С привязкой к таким объектам, как Ленские столбы, например, в Якутии, или же полюс холода. Для путешественника это не принципиально, понимаете. Арктика, вот эта граница, не Арктика. То есть есть точка притяжения, которая сама по себе уникальна. Это и есть та часть туризма, которая будет за собой тянуть развитие остальных проектов. Безусловно, тот потенциал, который уже есть, он сам по себе интересен. Но я, например, был в Якутске, и мне было любопытно посетить ледяную пещеру. Царство вечной мерзлоты. Обыкновенная мерзлота, с одной стороны, но место, на мой взгляд, очень уникально. И набор вот таких объектов, я думаю, обязательно привлечет желающих посмотреть на северах что-то особое и интересное. Потому как такие, скажем, рукотворные пещеры, они существуют, но чтобы настолько доступными быть, альтернативы, можно сказать, и нет. Внутри региональный туризм, он тоже должен развиваться, потому как наступают выходные, наступают каникулы всевозможные. Причем в мае здесь неожиданно выдались выходные. И, конечно же, их надо использовать, смотреть, как развивается, как жил регион. Это же все очень интересно. В каждом регионе есть свои особенности. Я вот живу на Ямале, но вы знаете, мне каждый раз очень интересно посещать 501-ю стройку, даже те объекты, которые на сегодняшний день сохранились, это все очень привлекает. Спасибо. Не так давно в Якутии был создан туристический кластер «Лена», который выдвинут для участия во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. А есть ли подобные проекты или кластеры, связанные с Арктикой? Во-первых, проекты уже отработаны. Это по русской Арктике, национальный парк посещения Франца Иосифа. Это круизные маршруты. Потом в проектах есть привлечение туристов. В частности, на Ямале готовится проект к реализации. Горнолыжный комплекс, очень большой по своим масштабам. Но это тоже своя особенность очень интересная. Если другие горнолыжные курорты уже
завершили свою сезонную свою работу, то в условиях Заполярья это еще будет функционировать даже несколько месяцев. А для особо увлеченных, которым нужен такой снег, нужны такие склоны, то они, конечно же, будут приезжать. Это, в частности, недалеко от Салехарда, вот такой туристический большой комплекс, он уже проектируется. А как, на ваш взгляд, как развитие промышленного туризма может помочь арктическому региону? Может быть, уже сейчас есть какие-то маршруты, посвященные добыче полезных ископаемых или инновациям на вечной мерзлоте? Вот вы правильно говорите, да, именно вот такой вид промышленного туризма, который можно руками потрогать, подержать, и который не представляет принципиально большой опасности в связи с посещением производственных объектов, потому как все-таки здесь и вопросы промышленной безопасности нужно соблюдать. И это определенная нагрузка на промышленные предприятия. Конечно, для них поток туристов – это в какой-то степени, может, и даже головная боль, потому как им нужно выделять и персонал, который будет с ними заниматься, и безопасные коридоры для прохождения. В частности, я, например, наблюдал и на Аляске, как предлагается намывать золото, и в Финляндии, например, рудник по добыче аметиста. Я хочу сказать, что это востребованные тоже такие места для посещения. Люди планируют, но они не являются ключевыми. Это очень важно. То есть это должен быть набор подобных объектов в процессе путешествия. И они, безусловно, интересны. И потенциал такой в Якутии однозначно есть, потому как есть алмазы, есть и другие драгоценные и металлы, и камни, то, что обязательно привлечет. Есть там определенные условия, их, конечно, надо нарабатывать. Я думаю, что это нечто новое, то, что еще предстоит пройти между тем, как уже проводились какие-то экскурсии, такие, может, разовые. Но если делать на поток, то нужно уже по-серьезному к этому подойти. Может быть, что-то и привнести в законодательство в этой связи. В общем, здесь надо будет смотреть, как будет проходить развитие этого направления. В частности, например, я был в Магадане, у них ежегодно проходит фестиваль старателей золотодобытчиков. Вы знаете, это достаточно очень зрелищное большое мероприятие. Там собираются не только местные, но приезжают из других регионов, чтобы поучаствовать в намывании золота. Достаточно все очень просто организовывается. Это не обязательно рудник. То есть для этого достаточно привезти обогащенную руду с рудника. Рудник может где угодно быть и за 100, и за 500 километров. Это не столь важно. Главное, что это проводится именно в городе со всей готовой инфраструктурой, где есть гостиницы, где есть места для дальнейшего времяпровождения, рестораны или какие-то клубы. И когда ты попадаешь на такой фестиваль, я хочу сказать, что это такие хорошие эмоции, это новые знания, это уникальный опыт, который нигде больше не получить. И я думаю, что потенциал однозначно в Якутии подобный есть. Спасибо. Лето – это прекрасная возможность посетить такие удивительные и отдаленные места, как Арктика, которая гораздо доступнее, чем кажется на первый взгляд. Достопримечательности, красоты природы, местный колорит – все это привлекает туристов. Однако без развитой инфраструктуры, отелей, ресторанов невозможно создать достойные условия отдыха. Чтобы регион оставался привлекательным, а главное удобным для путешествий, необходимы гостиницы, отели, кемпинги, безусловно, рестораны и кафе. Как с ними обстоят дела в республике? С нами на связи глава представительства Федерации рестораторов и ательеров России в Республике Саха-Якутия Татьяна Александровна Тымурова. Узнаем, готова ли туристическая инфраструктура к лету. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Расскажите, пожалуйста, есть ли особенности работы ресторанов и отелей в Якутии? Преобладает ли местный колорит и культура? Я рада всех приветствовать. Если говорить о развитии в наших климатических условиях, то, безусловно, бизнесу здесь приходится вкладываться больше в инфраструктуру, в те условия, которые были бы комфортны для размещения гостей в любое время года.
И сейчас предприниматели, видя, что въездной туризм активно начинает развиваться, строят новые кемпинги, строят туристические базы. И география распространения, развития туризма ощущается за последние годы в активном развитии. Спасибо. А как предприниматели справлялись с последствиями пандемии? Какие меры поддержки были оказаны? Действительно, на сегодняшний день во время ограничений туристов, можно сказать, даже нет. И что делать в это время предпринимателям? Конечно же, мы как ассоциация постарались собрать в единое сообщество сферу и туризма, и ресторанов, и отелей, да, саккумулировали все проблемы и неоднократно встречались с органами власти, ну и, конечно же, непосредственно с Министерством предпринимательства, торговли и туризма, решая те насущные проблемы, которые на сегодняшний день существуют. Когда гостиницы пустуют и нет гостей, конечно же, здесь поддержка со стороны органов власти, со стороны министерства, со стороны правительства, она должна быть. И за это время мы совместно проработали ряд мероприятий, расширили список особо пострадавших отраслей, постарались внести те меры поддержки и выдали субсидии на фонд заработной платы. Это те субсидии, которые были выданы для возмещения затрат, ну и, конечно, на развитие как раз туристических баз и также на развитие придорожного сервиса. Хоть данные меры поддержки, они помогли, ну, скажем, не только сохранить, а в части, даже в какой-то части помочь отстроить и направить развитие бизнеса в туристической сфере для развития внутреннего въездного туризма. Ну и мы надеемся, что эти меры поддержки помогут нам удержаться, сохранить свой бизнес, ну и, конечно, рабочие места. А как, на ваш взгляд, следует развивать летний туризм в Якутии и что интересного республика может предложить туристу? Интересный вопрос. Конечно же, у каждого есть своя цель приезда. Есть туристы, которые интересуются только экстремальным туризмом, охотой и рыбалкой. Безусловно, у них есть свой сезон. Есть туристы, которые по большому счету интересуются духовной практикой. Для них тоже есть определенный сезон. Но я так считаю, что в большей мере людей интересует все-таки летний отдых, потому что в основном это отпуска, когда можно приехать с семьей, отдохнуть, ну и либо с друзьями поехать на сплав. Если говорить о зимнем сезоне, для нас это, конечно, прежде всего полюс холода, Аймикон, когда мы позиционируем зимний туризм. Ну и, конечно же, окунуться в минус 70, как мы говорим, что Аймикон полюс холода, ощути себя, испытай себя на холоде, ощути мороз настоящий, да, то, конечно, для людей, которые интересуются, а, кстати, в последнее время интересуются больше корейцы и японцы, приезжают, да, и испытать себя на холоде, для них это некоторый челлендж. Вот, и этот сезон для них очень интересен. Ну и, безусловно, наш фестиваль, как событийное мероприятие, фестиваль «Зима начинается с Якутии», становится более популярным. И в рамках фестиваля мы, как рестораторы, предлагаем фестиваль «Вкус Якутии», где каждый участник может окунуться в гастрономический туризм, ощутить все изыски нашей национальной кухни. Самое главное, чтобы мы грамотно выстроили инфраструктуру. Самое главное, чтобы мы грамотно выстроили маркетинговую стратегию развития всей территории. Ну и, я считаю, нужно начинать именно с построения инфраструктуры, начиная вот от ресторанов, отелей, службы приема размещения, транспортной логистики, и тогда будет комфортно и удобно размещаться нашим туристам. Спасибо. Что за отдых без похода в хороший ресторан? Сегодня с нами на связи представители ресторанного бизнеса Якутии. Узнаем, как дела в отрасли у владельца нескольких ресторанов и отелей в республике Николая Атласова. Здравствуйте. Николай Васильевич, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, подробнее про ваш бизнес. Почему вы решили заняться именно ресторанным и гостиничным делом? Ну, это началось в начале 90-х. Отец построил первый туристический комплекс в республике. Вот, в Мигино-Кангаласском УСе, село Сото. Вот, и начали делать первые туристические объекты. Это Ураса, восстановили Алас-Арылах, где родился Василий Манчара. Вот, и начали, короче, вот этот бизнес. Расскажите про свои будущие проекты. Что интересного, необычного вы собираетесь открыть на территории республики? Мы сейчас вот конкретно занимаемся усадьбой Атласовых, вот сейчас здесь, а также вот в селе Чечемах, в Татинском УСе делаем тоже туристический комплекс. То есть там есть у нас подводный ресторан, аквапарк. Вот мы должны были в том году открыться, но из-за пандемии вот у нас не получилось открыться. Вот, и здесь, получается, мы будем развивать якутскую кухню, вот, национальную, а также тоже музейную часть увеличим, а также вот будут домики вот, для отдыха. А кто обычно посетители ваших ресторанов и отелей? Сколько из этих людей туристов, приезжающих из других регионов? Вот до пандемии у нас, вот, когда все было нормально, то есть где-то в год 1000 туристов проходило через нас. Вот. А сейчас во время пандемии у нас вот ждем, когда пандемия кончится. А как вы считаете, летний сезон для туризма в Якутии более популярен? Вообще вот природа Якутии, сама Якутия, сезонность очень ярко выраженная. Допустим, зима как зима, лето как лето, осень как осень, весна как весна. Вот. И получается, везде свои красоты есть. Зима тоже хороша, которого практически ни у кого нету. И лето у нас тоже. То есть по 35, по 36. Вот. То есть она очень своеобразна вот, и интересна каждый период. Летом, конечно, это исехи, которые тоже не у всех народов есть. Спасибо. А много ли иностранцев приезжало и бывало у вас до пандемии? Вот это хороший вопрос. Вот туристов всегда, ну, то, что у нас в республике люди приходят, они через нас как бы как обязательный пункт вот был. Сейчас пока вот ждем пандемию, когда закончится. Спасибо. Туризм – это прежде всего эмоции. Так, недавно на коворкинг-площадке «Точки кипения» собралось множество представителей якутского турбизнеса. Там прошел фестиваль туризма «Вольный». Это образовательное мероприятие для начинающих и уже опытных туристов. И сегодня мы решили связаться с организатором этого фестиваля, опытной путешественницей, создавшей собственную школу туризма, Дариной Чудескиной. Здравствуйте, Дарина. Всем привет. Расскажите, пожалуйста, про фестиваль «Вольный», в чем его главная цель и идеи? Была идея объединить всех людей, которые занимаются различными активностями, в том числе и путешествиями. Этот фестиваль рассчитан как для начинающих, так и продолжающих туристов. Они рассказывали о том, как, например, избежать встреч с медведем, выбрать снаряжение, путешествовать автостопом, совершать велотрип, путешествовать с детьми и много-много-много. Главной целью этого фестиваля являлось объединение людей и повышение количества единомышленников в своем окружении. Запланированы ли еще подобные фестивали в Якутии? Пройдут ли они уже в очном формате? Да, хороший вопрос. Такие мероприятия обязательно будут. Например, весной этого года я организовывала школу гидов в Якутске для обучения инструкторов-проводников по пешему туризму. И в рамках этой школы буквально через неделю приезжает мастер спорта по альпинизму Сергей Абилдаев. И 7 июня он будет проводить практические занятия по спасательным работам, безопасности в горах и также лекция о высотных восхождениях. Обязательно подписывайтесь на меня, следите за новостями, если хотите посетить эти лекции. И записывайтесь. Спасибо. А какие, на ваш взгляд, самые важные интересные места должен посетить турист, который приехал в Якутию в первый раз? И к чему ему нужно готовиться? Туристу нужно подготовиться к морозам, комарам, дорогим ценам и дорогам. У нас очень большая республика,
и довольно-таки много интересных мест. Поэтому очень сложно что-то порекомендовать одно. Но, допустим, если они приехали, туристы, на пару дней, то лучше поехать по основным местам, например, Ленские столбы, Булус, Кюрюлюр, этнографические комплексы, которые рядышком с Якутском находятся. Если же турист приехал недели на 2, то смело можно ездить и в Хантугу, в Мому, и легендарные Аймиконские районы. И этим летом я или мои друзья-альпинисты будем проводить различные практические занятия по тому, как выбрать снаряжение, как вязать узлы, как строить маршруты и так далее и прочее. Совсем скоро. Спасибо. Всем пока. Будем очень рады видеть вас на наших походах. Лето или зима, жара или холод, Якутия остается интереснейшим направлением для туристов с любыми запросами. В нашей республике можно найти как прекрасные рестораны и комфортные отели, так и нетронутую природу и необъятные просторы. Несмотря на пандемию и другие сложности, энтузиазм живущих в республике людей помогает развивать сферу туризма. Несмотря на суровый климат, Якутия была и остается гостеприимным краем с уникальными традициями, ледяной зимой, жарким летом и различными вариантами для путешествий. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я ее ведущая Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет республика.